Правила орфографии, пунктуации любого языка – это очень консервативный документ. То же самое касается и гагаузского языка. Вообще в мире говорят, самые консервативные правила у китайского языка и у немецкого. Ну вот мы, соблюдая эти условия, старались установившиеся традиции, которые были обозначены в 1995 году Министерством образования и Академией наук нашей страны, значит, эти традиции особо не нарушать. Но жизнь меняется, соответственно, гагаузский язык развивается, и мы обязаны идти в ногу со временем. Мы обязаны для пользы наших учащихся, для облегчения труда наших учителей и для большего применения, а это самое главное, гагаузского языка во всех сферах жизни, естественно, эти правила совершенствовать. Так вот, было 89 правил, параграфов, установившихся. Сейчас мы их несколько расширили. Они поменялись, процентов на 10. Но параграфов стало 3 раза больше, уже 190 параграфов. То есть мы разжевали, как бы сказать, разъяснили правописание, как надо применять гласные, согласные, скажем, наш гагаузский язык, чтобы входил плавно в нашу общественную жизнь. Над этим работала большая группа педагогов, ученых, филологов. Мы тесно сотрудничали с Институтом языкознания. Мы провели 2 семинара здесь, в том числе приглашали экспертов из Румынии, Болгарии, Турции, России, Украины. И самое главное, еще раз повторяю, 70 учителей гагаузского языка, которые принимали участие в этой большой работе, они, я думаю, что будут довольны. Мы им после сегодняшнего утверждения даем документ на 2 языках, и на гагаузском языке, и на русском языке, на основе билингвизма, чтобы этот этап перехода постепенно был и чтобы он был легким.